Москве проговорились о масштабах потерь на фронте. Что будет теперь? Российский корабль поймали на горячем перед самим терактом. Где и что могло произойти? Аннексия стран Советов. Все республики должны вернуться. Это официальное заявление российских властей. Резонансное убийство в центре Европы. Бывший украинский политик и помощник президента расстрелян в упор. Ядерная риторика усиливается, ситуация накаляется, мир не будет прежним после этих открытий. Силы обороны Украины прорвали российскую границу. Это и многое другое. Самые важные и срочные новости. Эксклюзивные подробности. Вы смотрите новостной выпуск «Нехта» оперативно о событиях в России, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. НАТО замалчивает надвигающуюся угрозу. Как минимум одна страна, член Альянса, может в ближайшее время начать войну. Во всяком случае, так считают аналитики. Но генеральный секретарь организации думает, что говорить об этом вслух не стоит. Может, примета плохая. Мы знаем, что Россия производит боеприпасы в объемах в 4 раза больше, чем производит весь НАТО в целом, восстанавливает свои вооруженные силы. Вся их экономика находится на военном положении, и мы располагаем открытыми источниками из спецслужб, которые говорят, что к 2027, 2030 или 2032 году они смогут достичь такого уровня силы, что могут попытаться на что-то неразумное. Говорить более конкретно о чем-то в Альянсе не готовы. Силы обороны Украины успешно прорвали российскую границу и теперь заставляют перебрасывать войска в другую российскую область. Украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Брянской области РФ и, по данным Z-каналов, почти дошла до самого Брянска. Бой с ней разгорелся в районе сел Субботово и Мякишево. Это всего 30 километров от центра региона и 80 километров от украинской границы. Губернатор области Александр Богомаз подтвердил перекрытие дорог, но попытался смягчить ситуацию, заявив, что меры профилактические и официальных данных о потерях и угрозах нет. При этом он прямо заявил, вбросов много, особенно со стороны Украины. Но Z-каналы пишут обратное. Это не единичный случай, а часть постоянной активности ВСУ на Брянском направлении. Дроны, локальные прорывы, удары по инфраструктуре, и все это на фоне так называемого зеленого сезона, когда в зеленке, то есть в траве, деревьях или кустах, можно двигаться практически незаметно. США готовятся к войне в космосе, 1000 спутников и вооруженная орбита. Дональд Трамп снова раздвигает границы, на этот раз не метафорически, а буквально. США запускают масштабный проект по созданию космической системы противоракетной обороны под громким названием «Золотой купол». Проект должен превзойти все, что было до этого. Это не просто щит, это потенциально 1000 спутников на орбите, которые будут в режиме реального времени отслеживать и уничтожать вражеские ракеты, вплоть до боевых спутников. По словам Трампа, «Золотой купол» станет логическим продолжением его идеи о космических силах, созданных еще в первый президентский срок. И реализовать его планируется уже к концу нынешнего президентства, то есть через 3 года. Во время предвыборной кампании я пообещал американскому народу, что построю передовой противоракетный щит для защиты нашей Родины от угрозы ракетного нападения со стороны других стран. Сегодня я рад объявить, что мы официально выбрали архитектуру для современной системы, которая будет использовать технологии нового поколения на суше, на море и в космосе, включая космические датчики и перехватчики. Канада связалась с нами и выразила желание принять участие в этом проекте. Название выбрано не случайно, отсылка к израильскому железному куполу, одной из самых эффективных систем противоракетной обороны в мире. Американский аналог должен быть куда амбициознее и дороже. 25 миллиардов долларов. Именно столько Трамп уже направил на старт Золотого купола. Но в Пекине, к примеру, такой шаг вызвал тревогу. Китай официально обвинил Вашингтон в подрыве глобальной стабильности.
и потребовал немедленно свернуть проект. США ставят свои интересы на первое место и одержимы стремлением к абсолютной безопасности, что нарушает принцип, согласно которому безопасность одной страны не должна достигаться за счет других. Это подрывает глобальный стратегический баланс и стабильность. Мы настоятельно призываем США как можно скорее отказаться от разработки и развертывания глобальной системы противоракетной обороны. США зачастили с ядерной угрозой. Америка напомнила, что ее ядерный кулак по-прежнему готов к удару. В Калифорнии с базы Ванденберг ВВС США провели испытательный запуск ракеты Minuteman-III, межконтинентальной баллистической ракеты, способной нести ядерный заряд. Ракета преодолела почти 7000 километров и точно ударила по цели на атолле Кваджалейн в Тихом океане, там, где расположен американский полигон ПРО. Все прошло штатно, но в нынешней международной обстановке даже плановый пуск выглядит как четкий сигнал. Ядерный арсенал США не пылится, он наготове. В командовании подчеркивают, ничего экстренного. Такие пуски — регулярная практика, каждый день так делаем. Но испытания идут на фоне обострения по всему миру, от Украины до Ближнего Востока и Тайваня. К тому же, буквально накануне американские ученые на год раньше срока закончили испытания супербомбы, тоже ядерной. Никакой спешки. Безумие набирает обороты. Россия больше не скрывает имперских амбиций. В Кремле готовят юридические обоснования для аннексии территорий всех бывших республик СССР. Если съезд народных депутатов, он же съезд Советов в 22 году создавал СССР, то и распускать нужно было его по решению съезда этих самых депутатов. А если юридическая была нарушена процедура, то, получается, юридически СССР существует. Так говорят специалисты конституционного права. А параллельно вброшена идея возрождения структур советской эпохи, вроде Варшавского договора. Формально, как историческая реконструкция, фактически, как способ легитимизировать давление не только на бывшие республики СССР, но и на страны Центральной Европы. То есть никто даже не пытается построить мир. Убийство в мадридском стиле. Ликвидирован советник экс-президента Украины Андрей Портнов. Некогда правая рука Януковича был застрелен в упор в элитном районе под Мадридом, прямо после того, как отвел своих дочерей в школу. В Москве, конечно, заявляют о том, что это расправа Киева, но есть и много других версий. Что известно о Портнове? Он юрист, политтехнолог, бывший заместитель главы администрации президента Януковича. После Евромайдана сбежал из Украины. Считался одним из главных теневых кураторов судебной системы времен партии регионов и в последние годы фигура токсичная и одиозная, скрывавшаяся за границей. Я думаю, что таких основных причин две. Первая причина, чтобы Портнов не достался все-таки правоохранительным органам, спецслужбам с Украины, потому что действительно это тот человек, который при администрации Януковича был замом главы его администрации и, по сути, был теневым куратором всего правоохранительного блока, то есть силовиков, судебной системы, имел отношение в том числе к медийным, скажем так, ресурсам, которые работали в интересах Российской Федерации. Даже есть информация от СМИ, что Портнов, по сути, являлся куратором на высшего уровня всей российской агентуры в Украине, причем как действующий, так называемой, то есть что СПИД, да, вот, поэтому, конечно, если бы наши спецслужбы Украины смогли получить доступ к такой информации, это бы нанесло огромный ущерб в целом подрывной деятельности Российской Федерации. Сейчас испанская полиция разыскивает по меньшей мере 2 подозреваемых. Есть версии, что у стрелка был сообщник на мотоцикле, либо он скрылся в сторону парка, где уже идут обыски. Свидетели описывают фигурантов как одетых в темную спортивную одежду, один с оранжевой сумкой, другой с поясной. И Трамп, и РФ практически одновременно заявляют о невозможности мира, отказываются от урегулирования, но не все так просто. Сами же кремлевские пропагандисты заявляют, что страна дальше войну может не потянуть. Ну, давайте по порядку. К примеру, даже если после мирных переговоров, на которых РФ не пошла на прекращение огня, Европа утверждает новый пакет санкций, как и предупреждала, Кремль расценивает это практически как русофобию. Москва заявляет, что перемирие нужно Западу, чтобы подлатать Украину. Я возвращаюсь к тому, что Евросоюз ожидал от встречи, от телефонного разговора
Трампа и Путина, они хотели эскалации кризиса. То есть они сказали, вот да, мы послушали, но мы не увидели никакой поддержки перемирия без предварительных условий, что позволило бы нам, европейцам, довооружить Украину. Вот что им надо. На российские мирные предложения смотрят скептически і в Україні. Логічно. Вони підпишуть меморандум абсолютно точно такий, як ви можете максимально очікувати. Це і прибрати першоджерела війни. Це означає, що Україна має перестати існувати. Ну, вони вважають. Хоча, безумовно, перша причина війни, перше джерело війни – сама Росія, яка починає неспровоковані експансії. Но даже кремлевские пропагандисты понемногу начинают понимать, что мир необходим, и признают огромное количество потерь. Владимир Путин очень заинтересован в мире, потому что Россия уже заплатила несколько сотен тысяч жизней за эту войну. Что будет теперь после такого признания, сложно предугадать. Но мы с вами будем вместе за этим наблюдать. Не забывайте подписаться на наши каналы и оставить комментарий под этим видео. Маневры подозрительные, место стратегическое, время тревожное. Российское судно поймали на горячем, прямо перед непоправимым. Они не успели совершить теракт и повредить критическую инфраструктуру в Балтийском море. Польские военные отреагировали быстро, в воздух поднялись патрули, задействовали силы сдерживания. Судно, как утверждает Варшава, после вмешательства ушло в один из российских портов. Российское судно, находящееся под санкциями, подошло вплотную к подводному энергокабелю, соединяющему Польшу и Швецию, и поведение его было слишком странным, чтобы поверить в случайность. Вчера у нас была ситуация, когда после получения сообщения, после разведки, мы заметили судно, нефтяной танкер, который недавно был включен в теневой флот. Он совершал подозрительные маневры не в польских территориальных водах, а над кабелями, принадлежащими ПСЕ, над силовыми кабелями. Командующий операциями немедленно отдал приказ о принятии определенных мер. Министр обороны Польши четко дал понять, ситуация становится серьезной. Балтийское море превращается в зону повышенного риска, где под угрозой не только кабели, но и энергетическая безопасность всей Европы. На место инцидента отправили военный гидрографический корабль, будут проверять, не оставили ли гости каких-то сюрпризов на дне. Официально кабель работает, но тревожный сигнал уже получен. И вот главный вопрос – это разведка перед атакой или игра на нервах? Как думаете вы? Не забывайте написать свое мнение. Пока президент говорил о независимости, армия соседней страны в тот же день отрабатывала высадку десанта. Учения как по методичке вторжения, бронемашины мчались по воде, самолеты в воздухе, корабли под прикрытием. Все впритык к тайваньскому острову Цзиньмэнь, всего в 30 километрах от берега. Пекин готов к силовому сценарию. Более того, в Китае уже запущены пропагандистские ролики, где президента Тайваня называют паразитом и изображают как зеленого жука над горящим островом. Речь уже не только о политике. Идет жесткая психологическая атака. За последние месяцы это уже вторые крупные учения у берегов Тайваня, и каждый раз все ближе и все агрессивнее. В воздухе ощущается тревога, Китай явно готовится к решающему шагу. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все, до встречи и хороших вам новостей.